По сообщениям радио «Свободная Азия», в 2016 году 22-летнего Алимжана Эмета, являвшегося работником кооператива поселка Эрмудун города Кашгар, уволили из-за того, что он совершал пятикратную молитву. После чего Алимжан устроился охранником в так называемую школу профессиональной подготовки, однако и здесь его уличили в совершении молитвы, считающейся незаконной религиозной деятельностью, и в начале 2018 года посадили в лагерь перевоспитания. Через 40 дней тело Алимжана, убитого при помощи тяжелых пыток, было передано его семье. Заупокойная молитва и погребение были совершены под контролем полиции. Помимо этого поступили данные о том, что тетя Алимжана, работающая учителем, также содержится в данном учреждении. Губернатор города Кайсери прокомментировал ситуацию вокруг сообщений о том, что уйгуров, проживающих в общежитии, выделенном турецким государством, выгнали по требованию Китая. В свою очередь уйгуры заявили, что данные сообщения не имеют основу. По словам переселенцев, после проверки на сейсмоустойчивость городская строительная комиссия приняла решение о сносе здания в целях безопасности. Жильцы сообщили, что переехали в новые квартиры добровольно. Ситуация вокруг Южно-Китайского моря, на полный контроль над которым претендует Китай, переживающий кризис с Японией, США и Австралией, накаляется с каждым днем. Австралия заявила, что 2 месяца назад из китайских рыболовецких лодок был открыт огонь из лазерного оружия по австралийскому вертолету, пролетавшему над Южно-Китайским морем. Помимо этого, официальная Канберра сообщила, что действия китайских моряков, посетивших Австралию в июне и погрузивших на свои корабли большое количество детского питания, не что иное, как военное задание. В ответ Китай категорически опроверг сообщение об обстреле вертолета и заявил, что посещение интересных мест китайскими военными, а также приобретение местных товаров – нормальное явление. Выступивший на саммите Христианской лиги во имя Израиля в Вашингтоне, помощник президента США Майк Пенс заявил, что не нужно принимать сдержанность США за нерешительность. Напомнив о готовности США к диалогу с Ираном по ядерной программе, Пенс отметил, что правительство Трампа готово к защите интересов граждан Соединенных Штатов Америки. Южно-германская газета сообщила, что компьютер с конфиденциальной информацией, принадлежащий немецким военным, был продан в качестве подержанного. Выяснилось, что перед продажей секретные военные данные не были удалены с жесткого диска. Произошла утечка большого количества информации, в том числе и проект по отправке ракеты на Марс. Однако Министерство обороны заверило, что данная информация классифицирована для официального использования и поэтому была внесена в средний уровень секретности. Министерство также заверило, что утечка не приведет к серьезным проблемам.